Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в Абхазии и не только. Сегодня в выпуске. Соглашения подписаны. Абхазия и Башкортостан намерены сотрудничать по всем ключевым направлениям. Углубление интеграции, приоритетное внимание поддержки Абхазии и Южной Осетии в обновленной концепции внешней политики России. Проект «Многополярность». Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью Эдгару Гвазава. 10 лет сотрудничества. Совместная выставка Центра детского творчества «Айнар» и детской художественной школы Липецка. Президент Аслан Бжаня принял делегацию Республики Башкортостан во главе с Радием Хабировым. Во встрече также участвовали премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба и руководитель администрации президента Джансух Нанба. Затем состоялась встреча в расширенном составе и подписание соглашения о сотрудничестве. Обо всем подробно в материале наших корреспондентов. Перед официальной встречей Аслан Бжаня и Ради Хабиров возложили цветы к мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы. Они также почтили память абхазских военачальников, героев Абхазии Султана Сосналиева и Сергея Дбар, чьи памятники установлены здесь же. После встреча продолжилась в администрации президента. Аслан Бжаня с удовольствием отметил, что абхазская делегация была впечатлена достижениями Башкортостана во время своего визита в республику. В свою очередь Ради Хабиров сказал, что с удовольствием принял приглашение посетить Абхазию с официальным визитом и подчеркнул, что для республик пришла пора более активно заниматься внешнеэкономическими отношениями. Мы вас давно ждали и очень рады приветствовать здесь, в столице Республики Абхазия. Наши народы связывают давнишние добрые отношения. Народ Абхазии помнит, как руководство Башкирии, народ Башкортостана в самые сложные периоды поддерживали нас. Это та страница истории, которая нам позволяет думать и быть уверенным в том, что и в будущем мы сохраним те отношения, которые были заложены отцами-основателями. Мы всегда говорим, что Абхазия, абхазский народ нам очень понятен, очень близок. Мы гордимся вашей историей, с уважением смотрим на вашу историю. Поэтому, я думаю, теперь пришло время созидать в мирном русле и делать так, чтобы наши люди повышали свое благосостояние. Желаем, безусловно, всегда процветания Абхазии. Далее встреча продолжилась в расширенном формате. По ее итогам между правительствами Абхазии и Башкортостана было подписано соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах и меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики Абхазии и Министерством экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана. По завершении официальной части мероприятия Аслан Бжаня и Ради Хабиров ответили на вопросы журналистов. В частности, оценили динамику и перспективы взаимоотношений Абхазии и Башкортостана. Поездка, которая состоялась в Башкортостан в прошлом году, она носила очень интересный характер. В информативном плане она была интересна. Республика развивается динамично. Это один из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Есть на что посмотреть, есть чему научиться, есть что перенять. А я неоднократно говорил об этом. Наши народы связывают давнишние дружеские отношения. Они проверены временем. И, конечно же, будет правильно, я считаю, если мы эти отношения наполним еще большим новым содержанием, придадим им импульс. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в туризме, в сфере туризма, в сфере сельского хозяйства, в увеличении товарооборота. И если не будет такого уровня встреч, таких контактов, все останется так, как было. Поэтому эти встречи и проходят, и они обязательно дадут положительный результат. Я в это верю. После встречи у нас в Уфе мы договорились, что мы приедем сюда. И вот уже сюда, когда мы приехали,
Мы, подчеркиваю, приехали не одни, и уже эти дни мы хотели посмотреть состояние развития, соответственно, туристической индустрии. Нам это интересно. И, вы знаете, с большим удовольствием и с уважением мы увидели, что действительно инвестиции возвращаются в Абхазию. Очень приятно наблюдать, что появляются новые туристические комплексы, новые гостиницы. Знаете, даже вот такой эмоциональный взгляд, вот на вечерние Гагры смотришь, уже действительно вспоминаешь, вот как это должно быть в курортных городах, что очень приятно. Соответственно, это дает нам возможность уже развивать и готовить почву для того, чтобы туристы из Уфы, из Башкортостана приезжали к нам сюда. Поэтому мы уже сейчас, после этой поездки, ряд наших программ, которые направлены на акселерацию туризма и для пожилых, и для школьников, будем править, чтобы открыть возможность отдыха здесь. Все-таки здесь замечательная природа, море, очень много исторических уникальных объектов, поэтому нам это с этой части очень интересно. Но, подчеркиваю, мы не могли принимать решения конкретно, пока сами не посмотрим и не примем решение на месте. Второе, это, конечно, товарооборот. Он на данный момент небольшой, но совершенно точно есть ряд видов продукции, которые нам интересны. Прежде всего, продукция сельского хозяйства Республики Абхазия. Ну и, конечно, мы сами готовы предложить, в том числе и перерабатывающую промышленность, и продукты и нефтехимия готовы предлагать. Поэтому есть о чем договариваться и есть куда двигаться. Но мы еще хотели, конечно, посмотреть, мы сторонники не просто экономического сотрудничества. Аслан Георгиевич справедливо сказал, что нас связывают очень братские и дружеские отношения, поэтому у нас в центре, в фокусе внимания еще организации культурными обменами, образовательными обменами, потому что мы готовы, чтобы студенты из Абхазии приезжали к нам, получали в наших вузах соответствующее образование, достаточно высокое. Поэтому это такая комплексная работа и комплексная задача. Представители СМИ также задали вопрос Аслану Бжане о транспортном сообщении с Башкирией, в частности, процессе восстановления Сухумского аэропорта имени Владислава Ардзимба. Этот вопрос для нас является принципиальным. На протяжении последних 1,5 лет мы прилагаем большое количество усилий, чтобы возобновить воздушное сообщение между Абхазией и городами Российской Федерации. Вопрос не из простых, очень много составляющих. Проектная сметная документация готова. На это потребовалось определенное количество времени, определенное количество денег. Документы проходят государственную экспертизу. Параллельно подготовлен документ межправительственного соглашения о реконструкции аэропорта города Сухум. И готовится после того, как межправительственное соглашение будет подписано. Мы надеемся, что это произойдет в ближайший месяц, может быть, 2. А потом мы должны выйти на подписание инвестконтракта и приступить к работам. Пока все идет в соответствии с тем планом, графиком, который мы наметили. Пока все идет хорошо. Глава Башкортостана прокомментировал подписанное соглашение. Соглашение, оно является рамочным, дает нам возможность уже детализировать его по специализированным направлениям, то, о чем я сказал. У нас в составе нашей делегации представители Министерства нашего туризма, Министерства образования и также туроператор, руководитель туроператоров. То есть мы сейчас на основании этого документа будем делать документы, уже готовить соглашение между соответствующими профильными ведомствами. Это первое. То же самое, у нас уже здесь побывали наши представители Министерства сельского хозяйства, которые тоже по своей части будут готовить уже точное соглашение, где и сроки, и ответственные, и, соответственно, продукты, которые мы готовы, или продукции, которые обмениваются. То есть это дает возможность уже в правовом поле решать те задачи, о которых я сейчас сказал. Официальный визит делегации Республики Башкортостан в Абхазию продлится до 2 апреля. Рада Чачава, Рамо Камкия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В рамках визита делегации Башкортостана в Абхазию состоялись встречи в Народном собрании и Министерстве просвещения. Стороны наметили перспективные направления сотрудничества. Репортаж Алики Трапш. Спикер парламента Лаша Ашиба, приветствуя заместителя председателя Государственного собрания Курултая Рустама Ишмухаметова, отметил, что Абхазию и Башкортостан связывают давние теплые дружеские отношения. Лаша Ашиба выразил уверенность, что в ходе встречи удастся обсудить множество вопросов совместной работы. Знаем, что вы первый раз у нас. Мы очень рады таким гостям. В Абхазии с глубоким уважением относятся к Республике Башкортостан. Нас связывают давние очень
теплые связи и доверительные отношения. В Абхазии хорошо помнят те послевоенные времена и тех, кто одними из первых протянул руку помощи нашей республике. И мы это очень ценим и никогда не забываем и не забудем. Сегодня, благо, наступили мирные времена, мы начинаем развивать наши связи дальнейшие. Подтверждением дополнительным этому служит визит максимально представительной делегации из вашей республики, нашей солнечной Абхазии. Мы очень рады нашей сегодняшней встрече. Я уверен в том, что и наше парламентское измерение поможет укреплять взаимоотношения между нами. Добро пожаловать! Заместитель председателя Государственного собрания Курултая Рустам Ишмухаметов подчеркнул, что Государственное собрание Курултай Республики Башкортостан уделяет большое внимание развитию межпарламентских связей с другими странами и регионами. В межпарламентском взаимодействии появятся новые направления нашей работы. В целом, в экономическом плане органы исполнительной власти, правительство, министерство, бизнес-сообщество. В сфере туризма, я знаю, есть определенные наработки. Я думаю, что в этом плане у нас есть перспектива такого взаимодействия, плоды. Ну а мы, депутаты, люди, которых выбрал народ, мы, представляя свой народ, конечно, осуществляем и парламентский контроль, и реализуем, принимаем законы, контролируем их исполнение. Но в то же время сегодня в современном обществе от депутатов разных уровней ожидания все больше и больше нарастают. То есть это не только законопроектная работа, как в традиционном плане, но и такое выполняем определенную дипломатическую миссию, выезжая в другие регионы, другие страны. Для нас интересно это и туристическое направление, потому что понятно, что в связи с санкциями есть ограничения по выездам в другие зарубежные страны. Есть, конечно, и локация, и море для наших граждан наиболее. Да и вообще Абхазия всегда считалась сейчас с советских времен своего рода мечтой, куда родители ездили, санатории, отели, да. Общесоветская здравница. Очень большая, да, ностальгия. Я думаю, ощущение, что, я думаю, что наш народ, наверное, где-то в чем-то и соскучился по Абхазии. Я надеюсь, что перспективы нашего взаимодействия, они будут только положительные. Далее встреча прошла без участия СМИ. Тем временем министр просвещения Инал Габле принял министра образования и науки Республики Башкортостан Айбулата Хажина. В ходе встречи стороны обсудили подписание соглашения о сотрудничестве между колледжами двух республик. Я думаю, что наше знакомство, наше сотрудничество будет только продолжаться, развиваться, и ваш визит – это свидетельство. Поэтому мы сегодня готовы обсудить самый широкий круг вопросов, посетим объекты, которые могут быть потенциально использованы для детского отдыха, оздоровительного отдыха. Обсудим взаимодействие наших колледжей. Мы готовы ответить на все вопросы, предложить свои идеи, выслушать ваши и, конечно же, начать взаимодействие, чтобы это не осталось на словах, а перешло плавно к делу. Министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин отметил, что планов и идей для совместного сотрудничества много. К примеру, организация отдыха детей из Башкортостана в Абхазии. На самом деле планов у нас очень много. Мы с интересными идеями приехали. Это и отдых, оздоровление наших ребятишек, потому что, я знаю, у вас вода чище, чем в Адлере. Детям, конечно, будет, наверное, более комфортно здесь отдыхать. Я думаю, вот сегодня-завтра мы с вами посмотрим помещение, здание, сооружений, которые можно было бы использовать в рамках летней оздоровительной кампании. Охват у нас большой, 96% у нас не меньше детей летней оздоровительной кампании школьного возраста. Я говорил вам вчера, 519 тысяч у нас школьников, поэтому охват порядка 500 тысяч детей. Конечно, лагерный фонд у нас большой, но все равно не хватает. Все равно не хватает 90, если быть точным, 94, по-моему, у нас загородных лагеря. Мы, конечно, строим еще. Вот в этом году 6 лагерей мы строим. Они уже современные стандарты, то есть кампусного типа.
где по двое ребятишек в комнате живут. Делегация Республики Башкортостан с официальным визитом будет находиться в Абхазии до 2 апреля. Альга Трапш, Алексей Гухава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. О развитии торгово-экономического сотрудничества Абхазии и Башкортостана шла речь на встрече в Министерстве экономики. Вице-премьер-министр экономики Кристина Узган обсудила с представителями Республики Башкортостан широкий спектр вопросов экономического взаимодействия. Во второй половине дня в Большом зале Кабинета министров состоялась презентация торгово-экономического потенциала Республики Башкортостан. В мероприятии приняли участие президент Асламджания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба. Башкортостан – один из ведущих регионов России по уровню инвестиционной активности и промышленного производства. Республика занимает первое место по переработке и производству нефтепродуктов. Абхазская туркомпания «Вояж» и башкирская «Тархан» подписали соглашение о сотрудничестве. Они договорились развивать туриндустрию, создавать условия для взаимного увеличения турпотока, продвигать продукты туристических сервисов и повышать осведомленность людей о туристической привлекательности стран. К другим новостям. Россия намерена уделять приоритетное внимание всеобъемлющей поддержке Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в обновленной концепции внешней политики России, указ об утверждении которой подписал президент Владимир Путин. Важно работать на укрепление суверенитета России, повышение роли страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого многополярного миропорядка, заявил Путин на совещании с членами Совбеза. Абхазия приветствует тот факт, что в обновленной концепции внешней политики России особое внимание уделяется активизации отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел Абхазии Инал Арзанба. Безусловно, приветствуем такой подход и готовы к углублению наших взаимоотношений с братской Россией, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью Эдгару Гвазава в рамках проекта «Многополярность». Мария Захарова поделилась своим мнением по ряду важных вопросов, а именно назвала причины дестабилизации ситуации в Грузии и перспективы расширения союзного государства. Смотрите интервью Захаровой в нашей сегодняшней программе. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение о призыве в апреле-июне нынешнего года на военную службу граждан Абхазии и об увольнении граждан, проходящих службу по призыву. Министерством обороны, внутренних дел, здравоохранения и просвещения поручено обеспечить выполнение всех мероприятий по организации призывной кампании в указанный период. Продолжаем выпуск. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел установили подозреваемого в сбытии наркотического средства. Задержан Боймухамед Малаев, житель Ярославской области Российской Федерации. Подробности в материале пресс-службы МВД. Наркотическое средство в особо крупном размере изъято сотрудниками УКОН МВД. В результате проведения оперативных мероприятий задержан Малаев Баймухамед Гулмирзоевич, 1968 года рождения, житель Ярославской области Российской Федерации. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии установили подозреваемого в сбытии наркотического средства и задержали данного гражданина в городе Сухум по улице Транспортная. При личном досмотре у Баймухамеда Малаева изъяты подвязанные под одеждой в упаковочной ленте 3 больших свертка с красными заизолированными свертками внутри, в которых находилось кристаллообразное вещество светлого цвета. Вам задается вопрос, что это за вещество и для чего оно вам? Что за свертки и что в нем находится? Наркотические средства. Как пояснил задержанный, данное вещество является наркотическим средством, которое он приобрел для распространения в Республике Абхазия. Для чего таким интересным способом оно при вас находилось? Чтобы не видно было. Откуда вы это привезли? Из Москвы. Из Москвы. То есть вы с Российской Федерации везли на территорию Республики Абхазия? Да. Свой преступный умысел мужчина реализовывал посредством мессенджера WhatsApp, передавая информацию о месте тайных закладок абоненту под псевдонимом 3С. Ранее, что вы делали тайные закладки, кому вы отправляли и каким вы приложением пользовались? Пользовались приложением WhatsApp. WhatsApp? Имя не написано?
А как записан? С3С. 3С? Да. Вы ему отправляли? За каждую реализованную закладку Баймухамед Малаев получал денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. В общей сложности у гражданина Малаева сотрудниками УКОН МВД изъято 300 хранимых при себе и готовых к реализации в потайных местах свертков с наркотическим веществом. Также при обработке оперативной информации сотрудниками УКОН МВД установлено, что данный наркоканал ранее известен как «Лера». В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Малаева задержанный указал на ранее сделанные закладки с наркотическим веществом при осмотре местности в районе улицы Адлиба в городе Сухум, где в потайных местах у дороги, ведущей к берегу моря, сотрудниками милиции при непосредственном участии подозреваемого, а также граждан, приглашенных в качестве понятых, было обнаружено и изъято 5 аналогично заизолированных красных свертка с белым веществом внутри. Общая масса изъятого у гражданина Малаева сильно действующего наркотического средства метадон, исследованная в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел, составила 146,464 грамма. Задержанному вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики, проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. Печальная весть: на 86-м году ушла из жизни экономист, кавалер ордена Ахзапша второй степени Лилия Дугужевна Бганба. В разные годы Лилия Бганба была министром торговли Абхазской ССР, избиралась депутатом Верховного Совета, 12 лет возглавляла Министерство финансов Абхазии. Будучи министром финансов, Лилия Дугужевна внесла большой вклад в развитие финансовой системы республики. Она была яркой личностью, говорится в соболезновании Министерства финансов. В связи с кончиной Лилии Бганба распоряжением премьер-министра Александра Ангваб создана Государственная комиссия по организации похорон под председательством вице-премьера министра финансов Владимира Делба. Прощальная церемония состоится в понедельник, 3 апреля в 14 часов в городе Сухум по улице Гулия, 24. Продолжаем выпуск. МИД объявляет прием документов от граждан Абхазии для участия в конкурсном отборе на обучение в Дипломатической академии МИД России по программам магистратуры и аспирантуры. Направление магистратуры – экономика, юриспруденция, заочно – менеджмент. Направление аспирантуры – экономика, право, исторические науки, политология. Вся необходимая информация на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Вот уже 10 лет, как развивается сотрудничество и дружба между Центром детского творчества «Айнар» и детской художественной школой города Липецка. Совместная выставка в начале весны – своеобразный отчет о проделанной работе. Ведь в течение года и абхазские, и российские юные художники участвуют в различных образовательных мероприятиях. За это время опыт, который переняли будущие мастера кисти, стал весьма заметен. В этом убедилась наша съемочная группа. Сухоцветы стоят в вазе, а рядышком лежит яблоко. А вот попугай, сидящий на веточке. А это хижина, утопающая в зелени. Вот мальчик, он сидит с котом на диване и увлеченно читает книгу. А это пейзажи предгорий и их вершин в бархатных лучах уходящего дня. И еще есть множество разных цветов и размеров. Кошки, собаки, курочки и петухи. И все это неподражаемая детская фантазия, вернее то, что нашло отражение красками с помощью их мастерства. Рисовать несложно, главное придумать и знать, что хочется изобразить. Делится секретом юная художница, ученица Центра детского творчества «Айнар» Мирослава Кутелия. Я хотела нарисовать давно попугая. У него лазерные цвета крылья. Картины здесь и в самом деле яркие, смелые и с первого взгляда по насыщенности цветовой гаммы, не отличающиеся друг от друга. Но это, как говорит директор детской художественной школы города Липецк Инна Кошеляева, как раз-таки достижение своего рода. И вот почему. Приезжая сюда в течение 10 лет, конечно же, мы изменили свое цветовидение.
Мы увидели цвет яркий, сочный, то, что как раз соответствует Абхазии. Мы насытились абхазским солнцем и заряжаем остальных своих коллег, начинаем с ребятами работать именно в этом направлении. Сначала мы привозили достаточно, где-то сдержанные, такие холодные оттенки в работах, привозили академические работы. Сама Инна Кошеляева с удовольствием принимала участие во всех мероприятиях, которые они совместно с Виталием Казбо организовывали для детей. Абхазские пейзажи вдохновили ее, придав работам ярких красок и жизни. Вы спросили, что за 10 лет произошло. А посмотрите, что мы начали рисовать. Мы начали рисовать ваши пейзажи, новый фон, горы. Все это так красиво. Для нас это потрясающие пейзажи, интересные. Виталий Казбо, как и любой мастер своего дела, делится опытом и секретами искусства художества. Самое главное, что дети, перенимая эти знания, вбирают в себя вкус к творчеству. Ведь какая-то часть из них непременно в будущем заявит о себе. Проводили здесь совместный пленер. Это было что-то. Дети с таким интересом включились все, и выставка была великолепная, интересная в самом деле. То есть подобного рода сотрудничество, подобного рода обмен опытом – это только положительные результаты дает для всех, и для учащихся, для детишек, и для педагогов, безусловно. На выставку пришли авторы работ, воспитанники Дома творчества Айнар, их родители, были и студенты художественного училища, которые искренне удивлялись способностям художников, которым от 6 до 17 лет. Честно, я просто очень удивлена. Очень красивые картинки, очень талантливые дети. Вообще, это очень красиво. Некоторые идеи они здесь придумывали, сделали, которые вот сейчас я смотрю, и можно попробовать даже я сама сделать такую живописью картину вообще. И вот, из нее тоже какой-то можно придумать там насчет логотипов и, знаете, графический дизайн. Официальное открытие совместной выставки состоялось с участием министра культуры Дауракова и главы Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова. 10 лет они были полны событиями в жизни двух этих заведений, и они были полны событиями для детей, которые участвовали в обменных мероприятиях. Детки из Липецка приезжали в Абхазию, проводили здесь пленеры. Наши дети ездили в город Липецк. И вот эти вот контакты, это сотрудничество, оно, слава богу, продолжает развиваться. И мы очень рады, что это сотрудничество продвигается, есть очень много планов. Благодаря таким вот неожиданным встречам, и когда ты узнаешь, что происходят такие события, то я надеюсь, что в следующем году мы действительно подсоединимся к этому проекту и вместе подумаем, чем мы можем его развить. Выставка в преддверии весны – традиция длиною в 10 лет. Обменявшись подарками, организаторы напомнили об еще одном предстоящем мероприятии, но уже в Липецке, куда повезут лучшие работы юных художников, воспитанников Дома творчества Айнар. Асида Малия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Конкурс Союза журналистов Абхазии «Малоизвестные военные истории» будет продолжен. Такое решение приняли участники заседания Президиума Союза журналистов, состоявшегося в четверг. В этом году он посвящается 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Призовой фонд увеличился вдвое и составил 300 тысяч рублей. На конкурс будут приниматься журналистские материалы, опубликованные в печати или прошедшие в эфир по телевидению и радио в период с декабря 2022 года по 30 октября 2023 года. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 1 и 2 апреля на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, местами возможен туман. Температура воздуха ночью 2,7, днем 12-17 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире и всего вам доброго.